Мир вам, братья и сестры. Вот очередные 2 ножа сделал. Это человек уже заказывает у меня в 3-й раз. Первый раз заказал самый дорогой вариант ножа. Второй раз финку дикую купил. И вот 3-й заказ получается его. Ну, покажу сейчас вот как он. По одному рог лося построгаем. По дереву пробовать. Видно, да, как режет? То есть одним взмахами срезик ровный, гладкий. Далее коровий хвостик. Ну, я его только намочил, поэтому не знаю, как он будет. Ну, бреет. Немножко неудобно, когда он такой, ну, дубовый, сухой. Когда мягкий, его легче брить намного. Ну, это так же, как и вот бороду брить тоже примерно. Так, и еще показать вот по коже. Да. Кожа хоть и суховатая, она снаружи только намокла, успела. Вот. Теперь, ну, как всегда, тряпочку не взял. Ну ладно. А вот ремешок есть. Ремень такой. Видно, да, на весу даже режет. Так, и по газетке проверить. Газетка уже такая помятая, но тем не менее режет легко. Так, уход я потом позже покажу. Ножный можжевельник, клинок всегда стерилен, всегда приятно пахнет. Обтянут кожей, без швов, растительного дубления, дубовой корой дубленой. Подвес тоже цельное кольцо. У меня вот даже видео есть, что я подтягивался на этом кольце. И мои 85 килограмм такой подвес выдерживает. Ну и второй нож тоже. Проверим. Друг. Деревяшка. Срезик гладкий. Далее волосы. Кожа. Ремень. Так, и по газетке. Теперь уход. Ну, когда затупится, обычная наждачка. Это вот в автомагазинах беру. Там где лаки, краски продаются. Хорошая наждачка тоже там. Вот. Нож кладете на ровную поверхность, желательно на деревянную, и по плоскости со стороны дола. Гридность наждачки в зависимости от затупления. Ну, например, если сильно затупили, там 180 прошлись, потом, к примеру, там
600-кой, потом 1000, 1500 и 2500. Это нормально будет. Ну, это так, к примеру, так сказал. Далее. Такая смазка у меня продается. Если надо, обращайтесь. Это аналог баллистола, но намного дешевле. Вот, пальчиком прям. Он безвредный абсолютно. Наоборот, даже ранки заживляет. Клинок смазываете и ножны смазываете. Но ножны не буду, потому что это долго. Их пропитывать прям надо вот таким средством. Желательно. И снутри, и снаружи. То есть со всех сторон. Особенно подвес. Чтобы он мягкий был. И временами, когда делать нечего, можете подвес так, ну, разминать, как бы, чтобы он не пересыхал. Вот, в общем, всего самого доброго. До свидания.